свои обязанности не исполнили. Почему туда УВМ не позвали даже? Даже зачинщиков драки даже не забрали, даже туда не зашли. А почему вас гражданин 8 часов утра не объявил о драке, когда были все? Ко мне поехал, он имеет право заявить в любое время. Вы согласны со мной? Или надо было ему 8 часов сюда приехать? Товарищ капитан, человек не знает нормальный русский язык. Он что, он должен был в 8 утра к вам подъехать? Интересные люди. Нет. Сейчас будем интересоваться. У вас патент до 15 декабря 2016 года. Да. А сегодня число какое? Нет, какой 15-го? Я 15-го оплачено у меня. Ну, есть оплата? Да, конечно, все есть. Нет. Нет, тут совсем другие дела, начинают другую искать. Ну, в данный момент гражданин пострадавший, разбирайтесь по этому делу. Причем здесь патент у него там, кого везет. Смотри, месяц декабря. Это все квитанции патента. Декабря месяц. Вот 15-12, вот, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Интересует их чек, интересно, какой-нибудь сейчас это, нашли к чему придираться. Ну, блин, свои права качаешь. А не, а что свои права качать? Я по закону требую, мне не надо никого лишнего. А вот именно. Поэтому они тоже видят, что вся вот эти... Товарищ капитан, вот чек, возьмите, проверьте, если вам интересно. Не, я им проверю, они не пропали. Все, чек не нужен. Походу не нужен мне чек. Да все, А не надо этим, не обязаны все это. Забери, забери. Пускай увидит, что вы скажете. Не, а что пускай увидит? Магомедов Гаджи, Магомед Махидинович. Ну, хоть одного вышел, видите, который разыскивается. Я, слава богу, это не потерял чеки. Я помню, такой момент бывает. Вы на работе, товарищ капитан, вы на работе. Если вы будете не в работе, я тогда ваше согласие буду попросить. А в данный момент вы находитесь на работе, я имею полное право снимать вас. А что, не имею права? Я не нарушаю ваши права, вы при исполнении, товарищ капитан. Товарищ капитан, вы при исполнении, я имею право, полное право снимать вас. Я имею право. Если вы не при исполнении, тогда вы правы. Я не хочу. Если я нарушаю, пусть пишет заявление, пусть предъявит, пожалуйста. Давайте подавайте в суд. Я согласен, давайте. Вот мои данные все, пожалуйста. А я подам в суд на вас, что вы на рабочем месте находитесь и заявляете, что отдел полиции это режимный объект. Это не режимный объект. Покажите мне, на какой основании, какой статьи, кто подписал, что это режимный объект. Скажите, пожалуйста. Внутренний устав для меня не закон, для меня федеральный закон. Вы сотрудник? Внутренний устав. Сотрудник полиции не... Да? Нет, подождите. Не, ну... Я спрашиваю. Ладно, не надо, Вот и все. Не вопрос. То, что директор, начальник полиции говорит, это... Я могу на ты. К чему меня обязывать на вы обращаться? Я ей тоже могу на ты говорить. И всем остальным могу говорить. А? Культура. Знаете об этом? Нет. Знаете? Нет. Вообще не знаю. Ну, давайте все, закончим это. Привезли. Они не спросили. Они не спросили. Абсолютно не Они спросили. абсолютно не спросили. Спросили, что произошло, объяснили коротко. Мы сказали, они внутри. Они там стояли. И интереснее, да, вот вместе это как будто этот следователь начинает нас допрашивать, обвинять нас в чем-то. Я писал это заявление, я несу ответственность. Я подписал, что заложник это показание, я несу ответственность. Причем он здесь? Интересно. Они даже
были сюда доставить? Писать рапорт, писать чего-то, что да, вот привезли там, вот, пожалуйста, чего-то. И ничего нету. Нет, товарищ капитан, хотите сказать, что я не права? Не прав? Я ничего не буду говорить. Просто ничего не буду говорить. Вот специально, чтобы вы видели, не снимали свое кино. Ну, конечно, потому что вы без камеры начинаете мне твердить, что... Принять заявление, я принимаю. Вот и все, что тогда? Что вы нам голову морочите полчаса уже? Ко мне есть? Вопрос есть, вы нам полчаса уже голову морочите. Принимайте, дайте нам талон, пусть другие разберутся. Какие проблемы здесь? В данный момент уехал. Что вы здесь стоите полчаса, что вы там просто? Это уже мое время, я хочу, куда я его потрачу. Могу я на улицу выйти. Тем более, что вы заявляете, что это режимный объект. Я первый раз слышу, что отделение полиции режимный объект. Добрый человек, вас должны опросить еще наверху. Да вопросов нету, ради бога. Пожалуйста, уберите свою балалайку. А это не балалайка. Я не знаю, что это. А, не знаете? Ясно. Скажи мне, когда вас на работу брал некий Сергей Валентинович? Это фирма ООО «Газоблок». Один год... Где вы работали? В Бронице? Бронница, да, Антонина. Когда туда приехали, вы говорите? Рассказывайте, когда начали работать? 2 сентября придет сюда, у меня беда проводит, 15 года начала, 2 сентября. Вы у Сергея сколько человек был ваш? Вот вы сколько работали? Ну, знаешь что, Вы говорите. каждый по времени, короче, например, у меня 11 число, короче, в июле, короче, пришел в Россию, ну, у Сергея работал, а некоторые по-разному, короче, некоторые 20, Сколько человек? Много там? 20, 30? ну, 23. 23 граждане Таджикистана работали именно на этом асфальтном заводе. Вам руководил Сергей. Что за Николай там? Николай тоже иногда по... Его зам. Ну, Сколько вам они обещали? вдвоем. Сколько вам обещали денег? в сутки? Ну, у нас обычные люди получат там 30 тысяч, у нас Чего? лет- 30 тысяч? 30 тысяч, да. А без выходной был у нас. Ну, даже летом без выходной. А что вы делаете? Ну, газоблоки делали. И он продал. А жили где? Жили там, где мы работали, рядом. А сколько месяцев вам денег не платят? Ну, некоторые 5 месяцев, Вам сколько не платили? 3 месяца. Сколько сумма? 90 тысяч? Нет, 120, потому что у меня разные работы были, короче. А, помимо На этой сам. работы еще были дополнительные Да. работы. Правильно. И что, когда вы требовали деньги, вот недавно, что у вас произошло? Инцидент, вас взяли всех депортировали 23 декабря. Как вас, кто вас депортировал? Ну, Кого вызвал туда? Вы где жили? где мы это работаем, место там. На территории этого значит, асфальтного завода стоят будки, Ну, рядом, вы жили. не, Так? не на будке, но рядом, где офис, но рядом. Там офис Ну, рядом. некоторые- Да, общежитие. Некоторые на будке жили, короче, некоторые. А вот милиционеры знали, что вы там работаете? Мы 3 дня в отделении, ну, 3 Откуда вас забрали? А где мы жили, короче, ну, Там на территории ну, асфальта приехали да, сотрудники полиции, вас забрали в УВД Ну, в Броннице. да. И что там были 3 дня? 3 дня были, короче. Сколько человек? 11. 11 таджиков везли туда, значит, и там 3 суток. И потом куда с отдела полиции в суд отвезли? Да, суд. У нас 2 дня, короче, сразу на этот раз. Ну, вас туда привезли 21, потом 23, то вас суд. Ну. И что в суде сказали? Вот здесь написано, что вы там не работали. У вас просто, значит, просроченная регистрация написана. Это чистая вот чушь получится, обман. И что, вы в суде сказали, что вы у них работали? Судья ничего не сказал, просто судья сказал, у вас У вас- документа нету. У вас регистрации были всех? Не. Ну, у меня 3... Ничего не было. На 3 месяца. Это все вам обещал директор, что сам договаривается, сам сделал, главное работать и зарабатывать деньги. Участковый даже я Ну, знал, надо- у нас документа нет. Потом вас отпустили сюда или вас полиция привезла? Обратно, да. Полиция. И что сказали вам? Они сказали, расписывали, что имеют. Ну, да, Что даже расписаться? после этого не хотели нас отпускать. Говорит, если вы будете подписаться, чтобы мы на самом деле... Кто это говорит вам? Ну, там же... Сотрудник полиции? Не сотрудники, Сергей сказал, что... Ну как он в полиции? Это же полиция, это люди в государстве. У Сергея отдельная организация. Он что, пришел туда, к вам, что ли? Да. А, он пришел в отдел полиции, сказал, что подпишите, чтобы вы у меня не работали. Ну, Да, много отдал. Еще лучше, да. 11. Ну вот смотри, вот здесь вы написали заявление, что вы общая сумма у вас на 2 миллиона 179 тысяч рублей.
Он не выплатил вам. Да. А к моменту он говорит, что значит вы пишите, чтобы вы тут не работали. Но он каждый день нам обещал, что скоро у вас это будет, короче, у нас новый, ну, заказ будет, большой заказ. Я это деньги буду брать, короче, всем буду снова, короче. Как фамилия Сергея Валентиновича? Он гражданин России? Да, граждане России. Хорошо, и что было? Вот вас привезли, вы отказались, все правильно сделали, что вы там работали, но это наши деньги. Вы начали жить, а вчера что было у вас с вами? Вчера, Вчера мне 25 к вам числа. хотели прийти, вот наши ребята, короче, там, где у них вещи есть, короче, он сказал по-хорошему, если берете, берете, не берете. Кто сказал Сергей? Ну, Сергей. Сергей утром пришел, он сказал, забирать свои вещи, уходить отсюда. Ну, все выбросил на улице. А, ваши вещи, которые вы там были, ваши, это ваши, которые человек вам, получается, столько времени с вами был рядом, вас сказал, что я не знаю уже. И вас все выкидывали прямо оттуда, с этой горки. И что потом было? Туда приехали сотрудники полиции обратным образом. Почему? Ну, не знаю, ребята также сказали, что пришли, короче, а потом ребята отсюда ушли. Ну, сказали, что если хотите, мои офис, где рядом, короче, офис, мы там жили, да, оттуда все выйдете, короче, мы будем закрывать, на пока через 3 дня, если вы опять здесь будете, короче, вам отправят в другое место. Вы 3 месяца будете бесплатно работать, блин, короче. Он вас напугал в том, что если вы сейчас не уйдете, то вас пугает к тому, что срок и закончится, вас поймают, отправлять в спецсотрудники, 3 месяца будете спать. Это же Сергей наглым образом говорит. Что делать? Что делать, скажи? Что, сегодня там, это же... Вы всё. готовы забрать свои деньги? Вы там должны жить, пока вам деньги не дают. Он никакого права не имеет вас выгнать, тем более зимой закон есть. Я туда отправлю достаточное количество хороших полномочий правозащитников. И предупреждаю, после вашего заявления сегодняшнего бумаги, я попрошу девушку, вас обжаловал ваши бумаги, адвокаты наши. Вот 11 человек, мне сюда бумаги нужны. И на обжаловании. И будете находиться, пока там деньги не получаете. Именно будете жить на том территории. Вы хотели сказать, он, например, он сказал, привезите людей, чтобы сильный, ну, который по-русски не понимает, это не имеет значения. Главное, чтобы работал. Я позвал своих... Он сказал, рабу привезите. Ну, Да, чтобы глава. это работал, да. Ну это он говорит. Ну ты же не раб, ты же так жив. Ты любишь свою родину? Да. Ты любишь маму, папу? Вы любите родину? Раз, все- Если все- у вас все- маму, папу любит, тогда у вас должно быть мужество. Да. Вы посмотрите, 20 чем-то человек там. 12 депортировали, 11. По закону вы имеете право вот так же, скажите, где наши деньги, вызвать сотрудников полиции. Вы имеете, он же также имеет право обращаться к сотрудникам. Вы здесь находитесь незаконно. Но у вас-то есть видео, съемки я видел. У вас да большие доказательства. Поэтому не надо бояться, дорогой. Значит, я ваше заявление получил. Депортация, каждая из бумаги мне отдаете. Сейчас копию паспорта. Значит, сейчас вам поможет с доверенностью, заполняйте. Едете там и живете. И никто против вас. Я позвоню сейчас при вас сотрудников полиции. И там вы будете находиться там, пока вы деньги не получите. Понятно? Хорошо, я сейчас заявление подготовлю. Ну, некоторые 5 месяцев, Вам сколько не платили? 3 месяца. Сколько сумма? 90 тысяч? Нет, 120, потому что у меня разные работы были, короче. А, помимо Ну, этой сам. работы еще были дополнительные Да. работы. Правильно. И что, когда вы требовали деньги, вот недавно, что у вас произошло? Инцидент, вас взяли всех депортировали. 23 декабря. Как вас, кто вас депортировал? Ну, Кого вызвал туда? Вы где жили? где мы это работаем, место там. На территории этого значит, асфальтного завода стоят будки, в Ну, этом рядом, вы живете. Так? не на будке, ну, рядом, где офис, ну, рядом его. Там офис Ну, рядом. некоторые- Да, общежитие. Некоторые на будке жили, короче, некоторые. А вот милиционеры знали, что вы там работаете? Да. Мы 3 дня в отделении, ну, 3 Откуда вас забрали? А где мы жили, короче, ну, Там на территории ну, асфальта приехали да, сотрудники полиции, вас забрали в УВД Ну, в Броннице. Броннице, Да. И что там были 3 дня? 3 дня были, короче. Сколько человек? 11. 11 таджиков везли туда, значит, и там 3 суток. И потом куда с отдела полиции в суд отвезли? Да, суд. У нас 2 дня, короче, сразу на этот раз. Ну, вас туда привезли 21, потом 23, то вас суд. Ну, И что в суде сказали? Вот здесь написано, что вы там не работали. У вас просто, значит, просроченная регистрация написана. Это чистая вот чушь получится, обманы. И что вы в суде сказали, что вы у них работали?
Судья ничего не сказал, просто судья сказал, у вас У вас- документа нету. У вас регистрация были всех? Не. Ну, у меня 3... Ничего не было. На 3 месяца. Это все вам обещал директор, что сам договаривается, сам сделал, главное работать и зарабатывать. Участковый даже я Ну, знал, надо- у нас документа нет. Потом вас отпустили сюда или вас Не, полиция привезла? обратно, да. Полиция. И что сказали вам? Они сказали, расписывали, что им не Ну, а да, Что? Интересно, какой вы сейчас это нашли к чему придираться? Свои права качаешь. А не, а что свои права качать? Я по закону требую, мне не надо никого лишнего. Товарищ капитан, вот чек, возьмите, проверьте, если вам интересно. Не, я им проверю, они не пропали. Все, человек не нужен. Походу не нужен мне чек. Ну, все, А не надо этим, не обязаны все это. пускай увидит, что вы скажете. Не, а что пускай увидит? Магомедов Гаджи Магомед Махидинович. Ах, это давно ушел, видите, который разыскивается. Я, слава богу, это не потерял чеки. Я помню, такой момент бывает. Вы на работе, товарищ капитан, вы на работе. Если вы будете не в работе, я тогда ваше согласие буду попросить. А в данный момент вы находитесь на работе, я имею полное право снимать вас. А что, не имею права? Я не нарушаю ваши права, вы при исполнении, товарищ капитан. Товарищ капитан, вы при исполнении, я имею право, полное право снимать вас. Я имею право. Если вы не при исполнении, тогда вы правы. Я нет, чего. Если я нарушаю, пусть пишет заявление, пусть предъявит, пожалуйста. Давайте подавайте в суд. Я согласен, давайте. Вот мои данные все, пожалуйста. А я подам в суд на вас, что вы на уже голову морочите. Принимайте, дайте нам талон, пусть другие разберутся. Какие проблемы здесь? Это уже мое время, я хочу, куда я его потрачу. Могу я на улицу выйти. Тем более, что вы заявляете, что это режимный объект. Я первый раз слышу, что отделение полиции режимный объект. Да вопросов нету, ради бога. А это не балалайка. А, не знаете? Ясно. Скажи мне, когда вас на работу брал некий Сергей Валентинович, это фирма ООО «Газоблок». 1 год. Где вы работали? В Бронице? Бронься, да, Солнце. Когда туда приехали, вы говорите? Рассказывайте, когда начали работать? 2 сентября придет сюда, у меня беда проводит, 15 года начальник. Вы у Сергея сколько человек был ваш? Вот вы сколько Ну, работали? знаешь что, Вот говорите. каждый по времени, короче, например, у меня 11 число, короче, в июле, короче, пришел в Россию, ну, у Сергея работал, а некоторые по-разному, короче, некоторые 20, Сколько человек? Много там? 20, 30? ну, 23. 23 граждане Таджикистана работали именно на этом асфальтном заводе. Вам руководил Сергей. Что за Николай там? Николай тоже иногда по... Его зам. ну, Сколько вам тоже обещали? вдвоем. Сколько вам обещали денег? в сутки? Ну, у нас обычные люди получат там 30 тысяч, у нас Всего 30 тысяч? 30 тысяч, да. А без выходной был у нас. Ну, даже летом без выходной. А что вы делали там? Ну, газоблоки делали. И он продал. А жили где? Жили там, где мы работали, рядом. А сколько месяцев вам денег не платят? 14. Сотрудники прямые свои обязанности не исполнили. Почему туда УВМ не позвали даже? Даже зачинщик в драке даже не забрали, даже туда не зашли. А почему вас гражданин 8 часов утра не объявил о драке, когда были все... Ко мне поехал, он имеет право заявить в любое время. Вы согласны со мной? Или надо было ему 8 часов сюда приехать? Товарищ капитан, человек не знает нормальный русский язык. Он что, он должен был в 8 утра к вам подъехать? Интересные люди. Нет?
Сейчас будем интересоваться. У вас патент до 15 декабря 2016 года. Да. А сегодня число какое? Нет, какой 15-го? Я 15 оплачено у меня. Есть оплата? Да, конечно, все есть. Нет. Нет, тут совсем другие дела, начинают другую искать. Ну, в данный момент гражданин пострадавший, разбирайтесь по этому делу. Причем здесь патент у него там, кого везет. Смотри, месяц декабря. Это все квитанции патента. Декабря месяц. Вот 15-12, вот, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Интересует их чем. На рабочем месте находится и заявляет, что отдел полиции это режимный объект. Это не режимный объект. Покажите мне, на какой основании, какой статьи, кто подписал, что это режимный объект. Скажите, пожалуйста. Внутренний устав для меня не закон, для меня федеральный закон. Вы сотрудник? Внутренний устав. Сотрудник полиции не... Да? Нет, подождите. Не, ну, Я спрашиваю. Если ладно, не хочешь, не ладно, отвечаю, не я надо, спросил. не надо, не. Вот и все. Не вопрос. То, что директор, начальник полиции говорит, это... Я могу на ты. К чему меня обязывать на вы обращаться? Я ей тоже могу на ты говорить. И всем остальным могу говорить. А? Культура. Знаете об этом? Нет. Знаете? Нет. Вообще не знаю. Ну, давайте все, закончим это. Привезли. Они не Они не спросили. Абсолютно не Они спросили. абсолютно не спросили. Спросили, что произошло, объяснили коротко. А они не спросили. Мы сказали, они внутри. Они там стояли. И интереснее, да, вот вместе это как будто этот следователь начинает нас допрашивать, обвинять нас в чем-то. Я писал это заявление, я несу ответственность. Я подписал, что заложник это показание, я несу ответственность. Причем он здесь? Все понятно. Интересно. Они должны были сюда доставить, писать рапорт, писать чего-то, что да, вот привезли там, вот, пожалуйста, чего-то. И ничего нету. Нет, товарищ капитан, хотите сказать, что я не права? Не прав? Я ничего не буду говорить. Просто ничего не буду говорить. Вот специально, чтобы вы видели, не снимали свое кино. Ну, конечно, потому что вы без камеры начинаете мне твердить, что... Принять заявление, я принимаю. Вот и все, что тогда? Что вы нам голову морочите полчаса уже? Ко мне есть? Вопрос есть, вы нам полчаса